الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Продолжаем тему правдивости со Всевышним Аллахом. И как говорил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, человек будет говорить правду, будет правдивым и будет стремиться к этой правдивости до тех пор, пока его Всевышний, или же пока он не запишется у Всевышнего правдивцем. И далее приводится история благочестия, которая упомянута в Коране в суре Бакара. Аллах Тааля говорит: не является благочестием то, что вы смотрите или обращаетесь вашими лицами в сторону востока и в сторону запада. И вот нужно немножко сделать пояснение этому аяту, да, что из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, мы с вами все знаем, да, что первой киблой для мусульман это была мечеть Аль-Акса, которая расположена в Кудсе, современный Иерусалим. И она считается первой киблой, первым направлением, куда молились мусульмане. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда находился в Мекке, а он прожил там, будучи пророком и посланником, 13 лет, он молился в сторону Иерусалима, в сторону мечети Аль-Акса. Но при этом он делал так, чтобы Кааба была между ним и между мечетью Акса. То есть Мекка расположена, она на юге, Акса на севере, и посланник Аллаха всегда становился в ту сторону, чтобы перед ним была кибла, Кааба, а затем в сторону Аль-Акса. И затем, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, Медина оказалась уже посреди, да, прямо посередине между Меккой, в одной стороне Мекка с Каабой, в другой стороне Кудс с Аль-Акса. И это было очень трудно пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И он всегда делал дуа Всевышнему Аллаху, чтобы Аллах Тааля изменил киблу, чтобы молились в сторону Каабы, да. И впоследствии Аллах Тааля принял эту мольбу. Однако здесь речь идет о том, что Аллах Тааля говорит, что не является благочестием то, что вы смотрите в сторону востока или в сторону запада. То есть то, что вы совершаете, да, в первую очередь суть не в том, что вы именно делаете или же совершаете какое-либо поклонение, как какой-то механизм. Суть не в этом. Суть всего поклонения – это то, что ты послушаешься Всевышнему Аллаху. То, что ты следуешь приказу Всевышнего Аллаха. И вот приводя примеры современные, да, вот ураза, допустим, мы сейчас с вами постимся, да, кто-то из людей постится для того, чтобы это была какая-то диета для него, чтобы скинуть вес, чтобы там, допустим, там, да, уменьшить количество потребляемой еды. Для кого-то намаз это может быть зарядкой. Иногда прямо так и пишут, распространяют всевозможные какие-то там картинки, рисунки по WhatsApp, там, по мессенджерам, что в намазе задействованы столько-то мускулов, столько-то связок, что тело человека, оно кровь разжижает, ходит по всему телу там, и так далее, да? Но нужно понимать, что самая главная цель не в этом, не в том, чтобы кровь разжижать и разогнать ее по всему телу. И чтобы хрящи, там, суставы там, да, обновить, чтобы они там не застаивались там, и так далее. Суть не в этом. Суть в том, что когда я совершаю поклонение, я это делаю, потому что мне приказал Всевышний Аллах. И Аллах Тааля в Коране, когда говорит про верующих, Он описывает их так, что они сказали: «Сами'на ва атa'на». Мы услышали, что услышали? Слова людей, различные вестники из медицины, научные открытия? Нет, мы услышали то, что было ниспослано от Аллаха.
Мы услышали то, что нам приказал совершать его пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и мы подчинились. Вот в этом суть человечества, когда Аллах Тааля что-либо приказывает, люди подчиняются, подчиняют свой нафс к тому, что Аллах Тааля им указал совершать. И поэтому иногда в этом поклонении мы можем понимать смысл, зачем мы это совершаем. Иногда можем и не понимать. Почему мы зухр намаз совершаем 4 ракаата, а не 5 ракаатов? Почему мы, допустим, там закят один раз в год только в обязательном порядке выплачиваем, а не каждые полгода, или раз в 5 лет, или один раз в квартал? Мы этого не знаем. Это Аллах Тааля по своей мудрости указал нам. Иногда мы можем понять смысл некоторых поклонений, мудрость некоторых поклонений, почему Аллах Тааля нам предписал. Однако у всех у нас должно становиться номер один, почему я совершаю поклонение, потому что я уверовал в Аллаха, потому что я подчинился Ему, потому что я не предаю Ему сотоварищей, потому что, когда я говорю «Ля иляха илляллах Мухаммад Расулуллах», это означает, свидетельствую, что нет достойного поклонения божества, кроме Аллаха. То есть, если Аллах Тааля мой Бог и тому, кому я поклоняюсь, значит, все, что от Него исходит для меня, это непревзойденная истина. Это непререкаемый авторитет. И значит, все, что мы слышим от Всевышнего Аллаха, мы это выполняем. И если бы все люди, если бы все люди уверовали в Аллаха, если все люди в этом мире увидели бы Аллаха, если все люди видели бы прямые, открытые, ясные доказательства Всевышнего, они все уверовали бы, никто бы не остался неверующим, никто бы не остался каким-то там атеистом, агностиком там и так далее. Нет. Но как раз таки суть нашей жизни в том, что Аллах Тааля нас испытывает. Уверуем ли мы Ему, даже не видя Его? Последуем ли мы Его призыву? Будем ли мы совершать айбадат, так как Он нам предписал? И поэтому суть поклонения – это послушание, примирение, принятие того, что Аллах Тааля тебе предписал. И поэтому Аллах говорит: благочестие это не то, чтобы ты механически повернул голову на восток, повернул голову на запад, да, что-то сделал. Нет. Суть в подчинении Всевышнему Аллаху. И Аллах Тааля дальше, это у нас сура Бакара, 177 аят, Бакара 177, и Аллах Тааля дальше в этом аяте раскрывает, а что же такое благочестие? Что же такое благое деяние? Что я, как верующий человек, должен совершать? Аллах Тааля сказал: «Валякинналь бирра», но благочестивым является тот человек, «ман амана билляхи валь яумил ахир», кто уверовал в Аллаха и в судный день, «валь маляикати, валь китаби, валь набийин», который уверовал в ангелов, в Писание, а также в пророков, وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. А также тот, который дает подаяние, когда ему хорошо, когда он в зоне комфорта, когда у него нету какой-либо нужды. Дает подаяние и кому? Дает своим родственникам, сиротам, нуждающимся, путникам, просящим, а также для освобождения рабов. И выстаивает молитву, и выплачивает закат, а также исполняет свои обещания, выполняет свои договора, если он обязался. И а также те, кто такие благочестивые? Это те, которые проявляют терпение в состоянии нужды, в болезнях, а также, когда происходит яростное сражение. Уляика алладина садаку, и вот эти люди окажутся правдивыми, ва уляика хумуль муттакун, и эти люди являются богобоязненными, у кого есть таква. И вот это вот, уважаемые братья, Аллах Тааля этим аятом, Он воспитывает нас. Этим аятом говорит нам, что, во-первых, благочестие, благое дело, совершение поклонения, совершать ибадат, это в первую очередь послушание Всевышнего Аллаха, принятие того, что Он тебе предписал.
А также, вот смотрите, да, Аллах Тааля говорит, вера в Аллаха, вера в судный день, да, вера в ангелов, в Писание, в пророков, а также давать садака, потом он говорит про намаз, потом говорит про закят, да, и исполнение обещаний. И Аллах Тааля вот все это перечислил. Вера в Аллаха, а также в последующие столпы имана, да. Также Аллах Тааля говорит оказывать помощь, садака, да, то есть то, что человек деньгами совершает поклонение. И Аллах Тааля говорит, которые выстаивают свои молитвы, свои намазы. И еще Аллах Тааля добавил, исполняют договора, а также проявляют терпение. Вот смотрите, да, Аллах под словом благочестие собрал множество деяний, которые совершаются сердцем. Потому что, когда я говорю «верую в Аллаха», как я могу веровать? Я верую своим сердцем, своей душой, своим нутром, своим стержнем. И ученые говорят, это амалюль кальб, деяние сердца, когда человек верует. Также Аллах Тааля говорит, который дает садака, оказывает помощь, то есть своими деньгами, своим имуществом. А также выстаивает молитву своим телом. Понимаете? То есть Аллах Тааля собрал здесь под словом благочестие все деяния, которые мы совершаем своим сердцем, своим языком, своим телом. И Аллах все это объединил под словом «Уляика алладина садаку». И вот эти вот люди окажутся правдивыми или будут правдивыми. И таким образом Аллах Тааля показывает нам крепкую связь между нутром человека, правдивость внутри и правдивость снаружи. И правдивость снаружи. И я уже на прошлых уроках много об этом говорил, что внутри человека и снаружи человека должна быть крепкая связь. И когда люди говорят, самое главное сердце там, и так далее, там, да, они и сами при этом продолжают совершать какие-либо грехи, ошибки, запрещенные действия, они просто обманывают. Или обольщены, да, или же такого хорошего мнения о себе, хотя в тот момент, да, их сердце, оно не такое чистое и не такое здоровое. И поэтому крепкая связь между нутром человека, между сердцем и между его наружными проявлениями. И все это Аллах Тааля объединил под словом благочестие. Аль-бир. Благочестие, благие дела. И вот это все Аллах Тааля назвал. Те, кто все это совершают, они и будут правдивыми. И когда мы говорим про связь сердца с органами, с частями нашего тела, с нашими словами, пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из своих хадисов нам четко это показал, эту связь. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, каждый сын Адама может впасть в какой-либо вид зина. И глаза, они совершают зина, и их зина, это будет взгляд на запретное. Руки совершают зина. И их зина, их прелюбодеяние рук – это прикосновение. Ноги тоже совершают зина. И зина, прелюбодеяние ног – это когда человек идет к этому делу, к совершению прелюбодеяния. Язык, рот тоже совершает зина, прелюбодеяние. И прелюбодеяние рта – это поцелуй. И сердце, оно подается страстям и желает различные желания. А половой орган человека либо подтверждает то, что в сердце, либо опровергает. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, что человек, да, когда он совершает вот этот гнусный поступок, этот грех, да, это не происходит, как сказать, одним разом сразу же человек совершил зина. Нет. К этому предшествует большое количество ошибок и грехов, которые ведут его к этому греху прелюбодеяния, к большому, к смертному греху. И поэтому Аллах Тааля в Коране нам говорит: «Валя тaqrabu зина». Не приближайтесь даже к зина. Не то, что не совершайте зина, да? Даже не приближайтесь. Потому что, как сказать, это вот такой скользкий путь, как лед, очень такой прямо скользкий лед, да? Один раз наступишь, упадешь и сразу же укатишься туда, в пропасть. И пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, перечислил, какие еще органы
человека могут участвовать в этом грехе. И дальше посланник Аллаха говорит, и все это желает кто? Что желает? Желает сердце человека, нутро его, да? И вот то, что совершает, то, что желает нутро, вот этот его половой орган, он, совершая зина, как раз таки и подтверждает то, что было у него в сердце. И поэтому есть крепкая связь между нутром человека и между его поступками. И поэтому каждый раз, самому себе нужно делать анализ, да, своим действиям, что я сегодня сделал, что я сегодня не сделал, какие ошибки я допустил, да, как мне измениться в лучшую сторону и так далее. И вот нужно смотреть за собой. Субханаллах, если за весь день у моих ошибок стало намного больше, чем моих благих деяний, это большой вопрос, значит, к тебе, субханаллах. Если твой вчерашний день оказался лучше, чем сегодня, это большой вопрос к тебе, к твоим поступкам, к твоим действиям, к твоей вере. Почему? Потому что твои действия, твои поступки, они свидетельствуют о том, что у тебя в сердце. И поэтому, уважаемые братья, к сожалению, в интернете, да, в различных соцсетях сейчас распространяются такие веяния, такие тенденции, да, что не напрягайся, не работай, не совершай гайбадат, или особо не старайся. Даже иногда называют таравих намаз стахановскими ракагатами. Типа, зачем тебя удручаете, да, зачем мучаетесь, да, этими стахановскими ракагатами. Прям так и называют, да. И говорят, самое главное сердце, Аллах Тааля знает, что у тебя в сердце, и так далее. И пытаются таким образом оборвать. И это очень скользкий путь, это очень опасный путь. Почему? Потому что это впоследствии может привести к тому, самое главное, что в сердце. А что ты кого-то побил, у кого-то украл, кому-то нагрубил, кого-то обделил, кому-то сделал зулем, это на самом деле не ты. У тебя же сердце чистое. Это просто ты вспылил, это просто ты здесь что-то сделал, да, и так далее, да. Это не важно. Важно, что у тебя сердце большое, белое, чистое и так далее. И таким образом пытаются оборвать эту связь. И эта связь, она приводит к очень печальным последствиям. И у нас в истории ислама были такие секты, да, они, наверное, и по сей день есть, которые говорили, что вся вера заключена лишь в сердце, и все, больше ничего не надо. И даже если человек делает саджда какому-либо идолу, да, нет, это не важно, это исламу не вредит. Если даже он совершит какой-нибудь поступок, который расценивается как куфр, нет, это не вредит. Самое главное сердце человека, самое главное его вера внутри, то, что он верит и так далее. Это к этому может привести. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, беспокоился и переживал, что люди будут легкомысленно относиться к своим деяниям, только лишь из-за того, я же сказал ля иляха илляллах, все нормально, значит, намаз, ураза и так далее, это не столь важно, главное, что у меня уже таухид есть, ля иляха илляллах есть. Мы на прошлом уроке читали же хадис, да, когда с Муазом ибн Джабалем пророк Мухаммад саллаллаху алейхи шел, и посланник Аллаха обрадовал его, что тот, кто скажет ля иляха илляллах сидкан мин кальбихи, правдиво, со всего своего сердца, Аллах Тааля ему запретит огонь, касаться огня его тела. Радостный хадис, это очень радостный хадис, это очень светлый хадис. И Муаз говорит, посланник Аллах, давай я всем расскажу, всех обрадую. Посланник Аллаха говорит, не говори. Потом они станут легко на это смотреть, будут легкомысленными. Яттакилю, они будут легко на это опираться и не будут думать о совершении благих дел. И поэтому праведные предшественники, сподвижники, их ученики таби'ины, таби'ины, если посмотреть их жизнеописание, имамы, большие имамы, да, если посмотреть на их жизнь, они к деяниям никогда легко не относились. Да, они сказали ля иляха илляллах, да, они изучили вдоль и поперек и Коран, книгу Всевышнего Аллаха, и все изречения пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, учились у сподвижников, таби'инов, и при этом никогда не сидели и не говорили, нормально, я уже ля иляха илляллах сказал, я уже свое отработал там, да? Нет. Даже и в фарзах, и в суннатах, да, и в мустахабах, и даже в нафилях, да, они были всегда впереди. И поэтому к совершаемым деяниям, гайбадату,
дела, поступки, которые можно совершить, никогда легко не смотрели. И это нам показывает, вот их сердце, это было огромное сердце, это огромное чистое сердце, которое заставляло их тела, чтобы они совершали праведные деяния. Поэтому, кто бы что бы там ни говорил, прямая связь между сердцем и между поступками человека. И если твои поступки слабоватые, значит вопрос к твоему сердцу. Насколько оно чистое, насколько оно правдивое. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил нам, поистине в теле есть кусочек мяса. И если он станет праведным и все тело. И если же оно испортится, то испортится и все тело. И этот кусочек мяса – это сердце. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, показывает нам, что наше сердце, оно является по сути правителем, является царем, властелином нашего тела. Как оно будет чистым, как оно будет правдивым, как оно будет пригодным, так и все тело будет таким же. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда пробыл в Мекке 13 лет, да, и после этого, когда уже гонения мушриков увеличились, когда уже его пытались убить, когда пытались прикончить его и все, завершить весь дахват пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Тааля приказал ему выступить вместе с Абу Бакром из Мекки в Медину, совершить переселение. И когда произошло это переселение, Аллах Тааля ниспослал аят, сура Исра, 80-й аят, Аллах Тааля сказал: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. Аллах Тааля сказал: и скажи, о Господь мой, введи меня входом правдивости, или же дай мне войти входом правдивости, и дай мне уходом правдивости, и дай мне от тебя знамение, которое будет мне в помощь. И вот здесь ученые тафсира говорят, а что же здесь подразумевалось? Войти входом правдивости и выйти выходом, или же уйти уходом правдивости. У ученых много различных комментариев относительно этого. Кто-то говорит, войти входом правдивости – это Медина, куда переселился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и выйти, или же уйти уходом правдивости – это Мекка. Но общий смысл этого аята говорит нам, что где бы мы ни оказывались, куда бы мы ни входили, и откуда бы мы не уходили, чтобы это было на основе правдивости, на основе правдивых убеждений, на основе правдивых слов, в которых нет лжи, в которых человек выполняет свои данные обещания, чтобы человек своими поступками доказывал свою правдивость. То есть, куда бы он ни входил, откуда бы он ни уходил, чтобы всегда его сопровождала эта правдивость. И поэтому это правдивость, которой призывал нас Аллах Тааля в своей книге и пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в первую очередь. Ну и напоследок нужно сказать, что правдивость с Аллахом, которую верующий должен проявлять, она заключена в его вере. То есть в первую очередь правдивость сердца, чтобы человек, когда верует в Аллаха, не испытывал никаких сомнений. Чтобы человек, когда что-либо читает от Всевышнего Аллаха, чтобы это принимал и уверовал в это, чтобы он стремился жить по этому, чтобы это делал для себя как некий руководство для жизни. Значит, убеждение. Правдивость на языке, правдивость слов. Отрекаться от грехов, которые совершает человек своим ртом, своим языком. Ложь, гайбат, бухтан и так далее. Да? Это все возвращается к правдивости его языка, его рта. А также правдивость в поклонении. Правдивость в поклонении, если Аллах Тааля предписал кому-либо из своих рабов какое-либо поклонение, чтобы это совершать должным образом. Без какой-либо лени, без каких-либо там оставлений, да, должным образом, что Аллах Тааля на него взвалил, чему его обязал. Значит,
Правдивость с Аллахом заключена в 3 вещах. Правдивость в убеждениях, правдивость в словах, правдивость в своих поступках. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.